Все граждане Кыргызстана, независимо от пола, имеют право избираться и назначаться на политические должности. В новейшей истории страны есть пример, когда женщина стала президентом. Получается, что все хорошо и у нас нет проблем с представленностью женщин во власти. Это совсем не так. В нынешнем парламенте 84% депутатов – мужчины. Среди государственных служащих, занимающих политические и специальные должности, женщины в 2017 году составили 27%. В местных кенешах доля женщин составляет 10%. Женщины составляют 51% электората. Почему они так мало представлены в парламенте и местных кенешах? Почему их нет на руководящих должностях? Почему они остаются в низших эшелонах власти? Это во многом связано с влиянием гендерных стереотипов. Считается, что политика – это грязное мужское дело, а для женщины пойти в политику значит замараться или стать мужиком в юбке. Поэтому большинство женщин и мужчин не поддерживают женщин, стремящихся войти в политику. Считается, что женщина-политик – никудышная хозяйка, она плохая мать, она занимается не своим делом и просто выскочка. Мужчины-политики не стремятся продвигать социальные вопросы, практически не поддерживают решение социальных проблем, так как слабо понимают потребности семей, женщин и детей и не считают эти вопросы приоритетными. Решение таких вопросов продвигают немногочисленные женщины во власти. При этом неправильно считать, что женщины в политике интересуются только социальными вопросами. Они лишь восполняют пробелы, оставленные мужчинами. Важно понять, что если женщины не стремятся в политику, если они не голосуют за женщин, если общество считает, что женщины в политике неубедительны и не нужны, то это еще не говорит о том, что у общества действительно нет потребности в женской политической активности. Закрепляя пройденное, женщинам трудно построить политическую карьеру из-за гендерных стереотипов. Примеры женщин на высоких политических должностях – исключение, а не правило. Политика – мужское дело, распространенный гендерный стереотип. Часто даже женщины не голосуют за женщин-политиков, так как сами поддерживают ошибочные стереотипы. Низкая представленность женщин в политике приводит к меньшему вниманию к социальным вопросам, особенно касающихся прав женщин и детей. Продвигая женщин в политике, мы не только обеспечиваем гендерный баланс, но способствуем большему вниманию к важным вопросам развития.